Всем привет! Очередной выход на рыбалочку. Иду пешочком, ребята, дышу свежим воздухом, наслаждаюсь вообще моментами этими. Природа, морозный такой утренний воздух. Ну, хотя сегодня тепло, 7 градусов. Иду, ребят, за живцом, как обычно. Ну и сегодня хочу половить в плотву. Прям целый день хочу удариться в плотву. Взял кармак, прикормку. А удочки специальные с грузилами, с поводками для течения. Ну вот у нас в принципе так можно рыбачить и в принципе неплохо ловят. И вот сегодня хочу, ребята, именно этим заняться. Ну, конечно, что покрупнее будем забирать домой, наверное, а что средняя мелочь будем ложить в кан и садок утопим в реке, потому что скоро, возможно, на выходных поедем, не знаю, посмотрим еще куда-нибудь по хищнику. Иду пешочком, ребят, взял саночки, бур, рюкзак, термосок, там кан, ну по минимуму, и отправляемся. Остановился передышать. Идти мне в районе 5 километров от дому. Ну здесь в принципе можно было напрямки, но здесь канавы, снега до сих пор у нас нету, ребята. И вот эти бугры ты просто не пройдешь. А дорога накатанная, многие ездят на машинах, вот видно следы. И иду по дорожке не спеша. 5 километров в районе часа до реки. Я уже подхожу. Вот река, ребята. Классное настроение. Погода теплая, потому что до этого был мороз хороший. И так сегодня пасмурно, прям плотвинная погода, ребят. Не знаю, посмотрим. Следы уже есть. Техника уже проехала. Кто-то пешком прошел. И мотособака, возможно, или буран уже проскочил. 8 час, рассветает, ребята. Что, попробуем что-нибудь половить сегодня. Ну и в целом так отдохнем. Так что давайте, как обычно, ребят, прожали лайкосик, только пальчик в воздух. Это большая поддержка для нас, для меня, для вас, для развития нашего канала. Потому что, ребята, многие уже прям, как семья у меня уже прям, ну, переживают, постоянно советуют что-то. Так что, ребят, спасибо вам огромное, конечно. И сразу хочу подытожить этот колющий вопрос на канале. Где, Андрюха, твой тафалар, твоя собака, мотособака? Я знаю, что многие сейчас не знают, что в прошлом году, ребят, я покупал мотособаку, сезон отъездил. Ну, я ее продал, родные, я ее продал. Не с тем расчетом, то, что там нужны были срочно деньги. Нет, ребята, только улучшаю. Уже едет, уже где-то едет новая мотособака. Такой же модели, только совсем другая история, ребят. Но это будет дальше. Обязательно все покажу, будем тестировать, смотреть ее и так далее. Но вот пока пешочком приходится ходить, но ничего страшного. С друзьями вот сейчас ездил на рыбалку, по рыбалке. Единственное то, что вот пропустил сейчас налима по перволетке. Была бы техника, можно было уже прокатиться. Но опять же нет снега, ребят, нету снега. Так что и да, и нет. То, что я опоздал с покупкой мотособаки, ну, соответственно, разницы бы и не было. Снега-то вообще у нас и не было. Только вот буквально сейчас кропальнуло так мальца, и то вот это ни о чем. Ладно, ребят, разговорился, давайте на рыбалку. Понеслась. Все, ребята, добрались. Так, ребят, сегодня взял кормачок, самодельный кармак. Сейчас покажу вам. Вот такая двойная сетка. Это связано с газом, с трубами. Вот, она такая уже готовая, только я сделал двухслойную, крышка залита свинцом. И вот таким образом она растягивается у меня. Можно побольше делать, можно поменьше. Сетка, кстати, у меня еще осталась. И засыпем просто комбикормом гранулированным. Так. Все. Затягиваем. И как раз в эту луночку, вот, ребята, четко. Здесь яма, а здесь свал.
Как раз я где-то рядом под свалом. Попробуем здесь. Ребята сидят, что-то мелочь ловят. И мы попробуем. Из удочек, ребят, смотрите. Это просто поводок. Грузила 2 грамма. И поводочек сантиметров 15. И крючок. И вот опарик там на течении плавает. И бывает иногда работает такая снасть. Маленький заглотыш. Мы поставим на опарика его. Взял сегодня червей, опарышей. Посмотрим. Поводок такой же, как и основная леска. Работает снасть на течении очень хорошо. Вот так вот. Опа. Во-первых, глубину всегда найдем. Во-вторых, вот, глубина. Все, мы положили грузило на дно. А поводок у нас по течению гуляет. Вторая удочка, ребят. 2 мормышки. Так как течение сносит маленькую мормышку, ставлю 2. Вот первая чуть выше, вторая. Это черная вольфрамовая, потяжелее. Это белая вольфрамовая, чуть поменьше. Вот, в принципе, вторая оснасточка. Можно на игру играть также. Но зато найдем глубину на таком течении. Так, вторую удочку, ребят, ставим. Леска 0,01. Бывает, потому что крупный окунь попадается. Плотва крупная. Все, нашел, ребят, глубину. Так, ну первая поклевка была. Сейчас кармак поработает немножко. Посмотрим. Народ у нас подтягивается. Машина приехала. Мотособака приехала. Короче, народ прет. Так, ну это крупная, ребят. Это крупная плотва. Мы на лед ее оставляем. Взяла на червя, кстати, смотрите. На мономышцу. Вот это живец. Это живец. Так, ладно, надо воды набрать, ребят. Есть контакт. На червя, на мормышку. Народ еще подтягивается. Есть. Вот смотрите, как на червя-то хорошо стало брать. Червячка. Доброе. Должно быть, в 4 часов сидишь. Не, только пришел. А сюда уже висит, да, тут уже висит. А, ну оно постоянно висит. Постоянно. Только пришел пешком вон. Пешком? Да. Нет. Так вот, что-то подергивает, только сел. Только сел, батя. Сейчас на верхнюю взяла, ребят, на белую. И на эту поклевка на поводок. Ну, живец, ребят, он сказочный клюет. Но опять же кармак. Кармак работает.
И все, проблем нету. И на эту, и на ту клюет. Но сегодня такой плотвинный день, по идее. Должна рыбалка быть. Охота, конечно, покрупнее что-нибудь. Хотя бы вот таких грамм 90 сорогу. Мимо. Вот здесь уже сидит. На крючок, кстати, ребята, частенько она глотает, потому что она не чувствует никаких сопротивлений. И прям глотает. Вот здесь тоже поклевка. Две главное не доставай сразу, запутаемся нафиг. Мелкая. Вот такая клюет. Мелочь подошла на прикормку. Вот на обе херачит, смотрите, ребят. Живец будет с достатком. Это хорошо. Ух ты. О. Другое дело. Вот, конечно, вот это плохо. Потому что вот две мормышки, они бывают путаются. Сейчас лишь бы узла не сделать. Что делать, а? Ну какая, блин, а? Селедочка, блин. На игру. Фига, дуплет. Дуплет. Опа. Опа. Там гнет. Тут гнет. Хоть убирает на удочку. Неудобно даже. Тут уже гнет, ребят, смотрите. Все еще замерзло, блин, зацепляется. Сейчас на игру также. Короче, бардак детский. Детский бардак. Но рыбачить удовольствие своеобразное. И ну раз охота на удочку порыбачить. Вот что, смотри, что делать, ребят, видали? Чуть удочку не уволокла. Крупную надо искать, крупную, конечно. Живца-то мы за целый день наловим периодически. А надо крупненькую искать. На течение, что ли, устать. Еще сильнее. Еще дальше. О, это тоже наш экземпляр. Ну, все равно проскакивает, видите, ребят. Такая средняя плотва. На котлеты сделаем. Килограмма 2. Попробуем. Сумасшедший клев. Не клюет плохо. Сильно клюет тоже плохо. Вас, говорит, рыбаков не понять. Ушла. Блин, только кидаем. Только кинь. Какую брать? Какую подсекать?
Ну-ка на игру. Ну, на игру-то сразу можно подсекать, потому что удочка в руках удобно очень. Можно балдеть. Я думал, ушла. Достаются как эти. Неподвижно так. Кармак работает. Простой комбикорм, ребята, гранулированный. И вот такой кормачок. Кстати, есть видео на канале, как я его делал. Давно уже. О, ельчик попался. Ельчик. На котлеты его возьмем. Потому что живец клюет и так. Так что это на котлеты. Ребят, ельцы, смотри, подошли. Второй подряд. Этот уже красивый. Этот уже красивый прям. Нормальный елец. Опа. На верхнюю взял. Опа. О, наш вариант. Такая мирная плотва, ребят, грамм 90. Ух ты, блин, что такое? О, хорошая. Подлещик. Подлещик мелкий. Пускай растет. Подлещики вырастают хороших размеров. А плотва уже нет. О, мормышку, ребят, убрал вторую. Зацепляется, потому что поставил одну маленькую. Глубину как бы не нахожу, но примерно понимаю, в какой толще. И где-то здесь. Где-то здесь рыбачу. Так, ладно, ребят, попьем чая. Ножи мужиков летят. Зашуговало, получается, с песком. И 3 лунки, и, короче, хорош. Я 130 здесь оставил. Сейчас старый взял свой, как бы не жалко. Комплект ножей жалко, надо бы брать с собой кучу. Вот так немножко перестало клевать. Шуца наловил уже. Можно, в принципе, поискать рыбку. Правда, с такими ножами уже сейчас ничего не поищешь. Мужики вообще вон сели в старые лунки. Убили ножи. Да, это очень плохо. Это очень плохо. Хорошая.
Братцы, я уже дома, на кухне. Ну и сегодня как раз на ужин приготовлю вот эти рыбьи котлеты. Ну, очень вкусные, очень быстро, все легко делается, ребят. Ничего сложного нету. Сейчас нахожусь у мамы дома. Мама только приболела немного, не хочет в кадре показывать свою нездоровый вид, так скажем. Ну, я быстренько, ребят, приготовлю, накормлю мамань. Ну вот, ребят, наша плотва, где-то в районе 1,5 килограмма. Ну что, сейчас быстренько я ее чищу. Быстренько чищу, а потом быстро я покажу, что надо будет. Это, как обычно, там лучок, чесночочек. Единственное, то, что будем добавлять сало, перекручивать вместе с салом. Тогда вообще, ребят, котлеты насыщенные, такие жирные, но очень классно получается. Быстро-быстро, ребята. Сегодня поймали, сегодня приготовили, сегодня и поедим. Так, ребят, ну, многие знают то, что живем в деревне, у нас воды нету, отопления нету, у нас колодец, печка, все по-деревенски. Так что кому-то может что-то будут, какие-то вопросы возникать, сразу, ребят, говорю, то, что деревенский быт. Все, начинаю чистить нашу плотвичку. Немного промерзла. Сейчас будем как-то стараться. Самое нудное, ребята, в этом процессе, но это само собой надо почистить рыбу. Рыбка не крупная, мелкая. Ну, котлеты из нее получаются очень сладенькие, вкусные. Вот именно из плотвы. Пробовали из много рыбы делать, я имею в виду там из езеи. Вот щуки тоже мне нравятся. Сейчас щуку добывали. Завтра, кстати, ребята, едем. Тоже попробуем денек порыбалить по щуке. Вот голову, ребят, мы отрезаем. В принципе, можно перекручивать из головой. Ну, там жабры. Единственное, то, что жабры, вот они горчат немного. А жабры отдельно убирать тоже, ну, это как-то неприятно, очень долго это все. Лучше голову отрезать. Так быстрее будет. У меня есть две кошки, одна сиамская, одна вот такая интересная, красивая. Мура зовут. Ну, заразы не едят рыбу. Вообще никак. Да, Мурик? Да. Садись, Соня. Здорово, Соня. Она уже старенькая, бабушка. Давай, не мешай. Иди. Кстати, ребят, пока чищу рыбу, хотел вот задать такой вопрос. И мне прям интересно, вот кто как думает. Вы как думаете, допустим, если мужик, да, вот мужчина-рыбак, и супруга как бы относится к рыбе, я имею в виду, вот она разделывает ее. Вот просто я знаю, что некоторые мужики вот сами разделывают рыбу. То бишь они ее ловят, и потом дома они сами ее чистят, готовят и так далее. Но есть такие мужики, я знаю, то, что, вот, допустим, поймал, приехал, все, ты добытчик, ты отдал, и уже хозяйки сами там чистят, уже там готовят и так далее. То бишь, мне интересно мнение разделится, как, кто как думает, как лучше, ну, кто как сам делает. Ну, я лично сам считаю, что, допустим, хозяйка должна заниматься рыбой. Белые ручки, там маникюр, педикюр, я думаю, этого не должно быть, потому что, ну, это нормальное явление, то что, ну, мы рыбу ловим, мы ее кушаем, мы готовим ее. Так что я за, что женщина, девушка должна готовить сама. Так, ребят, ну что, рыбка почищена у меня. Вот, плотвичка чищена, без головы, потрошенная. Сала, к сожалению, не оказалось. Знаете, вот бывает, берем мясо и есть жир, обрезаешь и замораживаем специально для этого, чтобы делать котлеты. Ну, пришлось взять покупное. В принципе, не особо здесь, скажем так, мясо. Ну, пойдет. Вот такой кусочек. Сейчас мы его нарежем. И будем добавлять к нашей рыбе. Прям со шкурой. Ничего страшного.
Берем, ребят, нашу мясорубку. Да, у многих уже есть электрические. Но в целом и это справляется. Хотя уже задумываюсь, надо мамане подарить, чтобы уже не заморачивалась. Все, ребят, ничего лишнего. Рыба, сало, лук, чеснок, ну и хлеб. Все, начинаем. Ребята, перекрутил. Вот так получилось. Вот такая мисочка. Такая мисочка, ребята. Теперь, ребята, мы перчим. Не забываем, что у нас там чесночок и соленое сало. Так что мы немножко подсолим, но не сильно. Все. Теперь, ребят, перемешиваем, смотрим, какая консистенция. Если слишком жидкое, можно добавить яйцо, но сало у нас он склеит. Лучок, чесночок, классно. Так, ребят, ну что, пожарим, попробуем. Сковородку на огонь. Растительного масла. Сейчас нагреется. Это котяра. Я никаких, ребят, муку ничего не добавляю, жарю прям чисто вот так. Вот так классно получается. Маманя, ну попробуем, мам, что получилось. Ну, что ты меня за стол зовешь? Да. Все уже пожарил. Все, пожарил, да? Ну что? Нормально? Непонятно.
Чеснок чесуса, да? Все правда. Угу.